Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Дорогие братья, мы с вами продолжаем лекции на тему Аль-Бихару Захира фи Асбабиль Магфира, то есть дословный перевод книги «Бездонное море в причинах прощения грехов», то есть пути к прощению грехов. И то, что самая последняя причина, которую мы с вами прошли, аль-хасанат юдхибна сайяат, то есть любое благодеяние является искуплением, то есть совершение какого-либо благодеяния является искуплением злодеяния, греха, который мы совершили до этого благодеяния. То есть если после каждой ошибки мы будем воспитывать себя, искуплять эту вину, исправлять эту вину посредством совершения благодеяния, иншаллах, вот это благодеяние будет причиной того, что Аллах простит нам предыдущее злодеяние. Поэтому, и это мы с вами говорили, касается малых грехов. Потому что если это явный харам, то есть это явный запретный Аллахом, за который Аллах Тааля нам обещал наказание, да, то здесь, конечно, без покаяния, без искреннего тауба мы не сможем избавиться от этого греха. Поэтому человек, например, там забрал чужое, а мы знаем сарика, воровство это харам, а потом пошел там духа почитал, да, или там на тахаджуд стал, всю ночь там замаливал грехи, это не есть избавление. Поэтому, но очень много у нас малых прегрешений, очень много. И вот эти прегрешения Аллах прощает через наши благодеяния. И мы с вами даже говорили, что вот когда человек совершает какое-либо злодеяние, какую-либо ошибку, то он должен постараться, чтобы исправить себя, исправить свою вину, постараться сделать какое добро, благодеяние однородное. То есть он должен сделать противоположное этому. Например, где-то он проявил скупость, да? Так пускай он проявит щедрость. Бисмилля, вот где-то нафс его победил, и он проявил скупость, да? Жадность свою, не смог победить. Вот за это пускай он заставит свой нафс проявить щедрость. Пускай он вытащит то, что ему дорого, и отдаст. За то, что вот, пусть он накажет себя, да, вот пускай он исправляет так. Или, например, то он послушал плохое, что-то порицаемое, пускай послушает самое лучшее. Пускай Коран послушает, пускай там вагаз, урок послушает какой-либо. Сказал что-то там, может быть, даже нечаянно, да, нагрубил кому-то, пускай сделает наоборот обратное. То есть пускай он скажет кому-то хорошие, благие слова. Там нагрубил жене, пускай исправит ситуацию, скажет благие слова, иншаллах, ласковые слова. Вот поэтому вот так мы, иншаллах, будем поправлять, исправлять наши ошибки. И сегодняшняя тема ат-тахаллуль миналь мазалим, то есть избавление, очищение от злодеяний. Ну, мазлима, то есть это есть зулм, это притеснение кого-либо. Зулм также можно перевести как несправедливость, так ведь. И вот человек при жизни, пока у него есть еще возможность, он должен избавляться от тех злодеяний, которые он совершил по отношению к кому-либо. То есть нужно исправлять отношения. Ты у кого-то забрал, верни. Кому-то нагрубил, про кого-то гайбат сказал, пойди, извинись, похвали его и так далее, и так далее. И вот хадис Абу Хурайра, радийаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман канат лаху мазламатун ли ахихи мин ирдихи ау шайин фальюхаллильху минху льяум». Если у кого-либо было какое-либо злодеяние по отношению к своему брату, то есть он что-то забрал у него,
то есть зулм по отношению к своему брату, мин ирдихи, который касается, может быть, его чести. То есть ты унизил честь своего брата, ты или насмехался над ним, или издевался над ним, или же ты делал гайбет про него, потому что гайбет, почему харам? Потому что мы ущемляем права брата, то есть мы посягаем на его что? Честь, достоинство. Достоинство, поэтому это харам. Так ведь? Так же, как воровство. Воровство мы посягаем на имущество брата. Убийство почему запрещается? Мы посягаем на его здоровье, на его жизнь. А гайбет почему запрещается? Потому что мы посягаем на его честь и достоинство. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если у кого-либо есть притеснение, злодеяние по отношению к своему брату, мин ирдихи, что касается его чести, аушейин, или же чего-то другого, может быть, имущество, так ведь? Фаль юхаллильху минху лияум. То есть пусть он избавится от этого злодеяния сегодня. Сегодня же. Пусть он избавится от этого злодеяния. Кабля ан ла якуна динарун валя дирхам. До того дня, пока у нас не будет ни динаров, пока, то есть до того дня, пусть он избавится, пока, когда у нас уже нам не помогут наши ни динары, ни дирхамы. То есть речь идет о каком дне? О судном дне. Потому что в судный день невозможно решить проблему деньгами, имуществом. Этого имущества просто у нас не будет, и даже если бы было бы, никакой файда, никакой пользы не было. Поэтому если сегодня у тебя есть какая-то проблема с кем-то, своим братом, ты не додал ему, ты что-то забрал у него, да? Ты что-то сказал про него, и есть у него обида на тебя, есть у тебя злодеяние по отношению к своему брату, сестре, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, избавься от этого. То есть реши проблему. Может быть, деньгами, может быть, еще чем-то, да, но ты должен решить. Потому что в судный день ты ничем не сможешь решить. Ты не сможешь решить, там деньги не решают. Здесь лучше в этом мире что-то побольше дать, да, но бисмилля, зато проблем не будет. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ин кана лаху амалун салихун ухида минху биқадри мадламатихи». И в судный день, когда вот этот человек придет, с кем ты не решил в этой жизни, хотя у тебя была прекрасная возможность решить эту проблему, да, ты не решил. И вот судный день Аллах приведет вот этого человека. И ты будешь с ним решать. Каким образом? Следующим образом. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если у него будет амалюн салих, какое-либо благодеяние, благое дело, да, может быть, какой-то вид поклонения, намаз, пост, хадж, умра, где-то он кому-то закат давал, зикры, тасбих, да, вот эти благодеяния. Ухида минху биқадри мадламатихи, у него заберут вот из этих благодеяний по мере его злодеяния, которые он совершил еще тогда в жизни, в мирской жизни. То есть, на сколько ты обидел или насколько ты забрал у своего брата, вот столько же, Аллах Тааля, он справедливый, он лишнего не заберет, так ведь? Вот столько же ты ему отдашь из своих уже не динаров, ни доллар, ни евро, ни золото, не то, что там эти печатные бумаги, которые печатаются, да, чистое золото нам не поможет, серебро не поможет. И вот поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, решайте здесь, чтобы там не было. И вот Аллах заберет у него, у кого-то Аллах заберет намаз, у кого-то Аллах заберет посты, у кого-то Аллах заберет хадж. Кто-то возьмет, вот он хадж совершал, машаллах, но он отдаст этот хадж кому-то. Да? Кто-то там мечеть строил, еще что-то, он отдаст это тому, кого он обидел. Так ведь? وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٍ. А если у него не будет злодеяний, а благих деяний, то есть может оказаться, что у кого-то нет этих благодеяний, которыми он может поплатиться, да? Расплатиться, а у кого-то их просто может, они могут закончиться. Потому что этому он намазы отдал, этот пришел посты забрал, этот пришел за хаджем, да, и у него не осталось. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ва ин лям такун лаху хасанат»,
А если у него не будет этих благих деяний, ухида мин сайяти сахибихи фахумиля алейхи, тогда он заберет грехи, злодеяния этого брата, и вот эти злодеяния, они погрузятся на него. Они повесятся на него. Все. То есть, как он не совершал этих злодеяний, но на чашу его весов поставят эти злодеяния. Почему? Он так будет расплачиваться. Вот это есть мудрость, это есть справедливость нашего Создателя. И вот это называется в книгах аль-Иктисас, то есть это называется возмездие. Возмездие. Когда люди предстанут перед Аллахом, и вот они, когда выяснится, что, машаллах, у него, оказывается, и намазы есть, и Аллах их принял, у него есть посты, у него есть другие виды благодеяний, у него есть садака, закат, он, конечно же, обрадуется, машаллах, вот он рай. И вот когда люди соберутся возле сирата, как в хадисе говорится, возле вот этого моста, сират купре, тогда произойдет вот этот акт возмездия. Потому что люди, которые даже, когда зайдут в рай, между ними не должно остаться никаких проблем. Поэтому вот здесь будут выясняться все отношения. Человек предстанет, все, там уже недалеко осталось до рая, так ведь? Казалось бы, альхамдулилля, у него столько благих дел, и вот тут приходит один человек и говорит: о Аллах, а он вот торговал на рынке, или там я купил у него машину, а он меня обманул. Он знал, но он не сказал. Что делать? Динаров нет, дирхамов нет, машина та уже давно сгнила. Он уже в утиль сдал и новую взял, да? Все, нету этого. Все осталось там. И то, что там было, то, что мы ценили там, да, все, оно осталось там. От этой жизни всего, ничего не останется. Все. Что делать? Вот тогда ты будешь давать, платить чем? Самым ценным, что у тебя есть. Ты будешь раздавать свои благодеяния. Что нужно делать? Сейчас он пришел. Ангелы подтвердили, Аллах знающий, что ты забрал у него, ты обманул его. И тогда на вот столько, сколько ты его обидел, у тебя заберут намазы. Потом придет еще, кому-то придет еще. Так ведь за всю жизнь, потому что таких людей может оказаться очень много. А у кого-то может быть больше даже. Поэтому придет другой и скажет: о Аллах, он меня обманул. У кого-то там жена придет: о Аллах, я жил с ним 20 лет, или там 30 лет, 50 лет, он ущемлял мои права. Там-то, там-то, там-то. Да? А там мы уже не можем сказать: закрой рот, женщина, да? Как там в жизни некоторые говорят. Все, там за ней кто? А? Это не твоя жена, это раба Аллаха. Все, и за ней Аллах. И Аллах будет защищать ее права. И, может быть, у кого-то жена заберет многие вещи, да, благодеяния. У кого-то тахаджуты будет раздавать свои. Поэтому вот это называется ихтисас, возмездие. И люди, которых ты обидел в этой жизни, они уйдут довольными. И по отношению к тебе никаких обид, никаких у них проблем не останется. Ну и у тебя может не останется ничего. Так ведь? И вот так кто-то может раздать все. Все, что он совершал, он может раздать. И будут люди, у которых ничего не останется. Они все раздали, все, у него ничего нет. А люди все время приходят. Еще один пришел, второй, третий пришел. Говорят: о Аллах, он забрал у меня то-то, он обидел меня, он злословил обо мне, гайбетом занимался и так далее. А благих-то дел не останется. И вот посланник Аллаха говорит: если у него не будет благих дел, тогда Аллах будет забирать грехи вот этих обиженных, да, и будет наваливать на этого человека, сваливать на этого человека, как будто он сам это все делает. И вот так произойдет возмездие. И в этом есть мудрость, есть справедливость, во-первых, потому что Аллах справедливый. И в судный день Аллах Тааля всем все вернет, чтобы вся справедливость 100%, на 100% она была. Так ведь? И второй момент, вот здесь мудрость Аллаха. Даже вот эти два брата, которые были мусульманами, которых Аллах простит, и они будут в раю, вот в раю, когда они где-нибудь встретятся, да,
этот не должен вспоминать: а помнишь, брат, ты меня обманул тогда? Они оба в раю сидят, да? А у него-то осталось тут. Ему хотя все дали уже, да, в раю там, да, а у него все осталось. Вот в раю такого не будет. Это правило, это закон Аллаха. В раю никаких обид, никаких там желаний мести, никаких даже вот этих, так говорят же там, ну, проблема-то ушла, осадок остался, да? Вот этих осадков не будет. Люди даже не будут вспоминать, что они там обижали друг друга. Почему? Вот потому что произойдет возмездие. Он заберет то, что ему нужно. Поэтому даже муж и жена, которые и там могут оказаться вместе, потому что если муж попал в рай, мусульманин, жена попала, да, в рай, мусульманка, если они там будут, они не будут вспоминать. Там жена не будет говорить: а помнишь, ты меня бил там, да? Она уже забрала у тебя сколько намазов за это. Или там жена ущемляла права. Я уж как мы мужчины не буду уж рассказывать, как жены нас обижают. Вы уж извините меня. Но я не говорю, что жены все они как ангелы, а мы мужики плохие. Да? Нет, мы как бы тут больше мужчины, хотя нас слышат и женщины. Ну, поэтому я в пример привожу все-таки мужчин. Но очень много семей, когда жены не обижают, а ущемляют права мужей. Да, у них нет покорности, они не служат своим мужьям, они не ищут радости, счастья мужа ни своим обликом, ни своим поведением. То есть нету этого. И это есть ущемление прав мужа. И в судный день, даже если здесь муж сабр делал, да, терпел, в судный день он заберет у жены за это. Заберет, потому что это есть возмездие. И поэтому, когда у одного шейха спросили, я не помню, говорил я про это, нет, у одного шейха спрашивает одна женщина: вот вы сказали, что если мусульманин, мусульманка жили вместе, и они окажутся в раю, они и там будут вместе, да? Да, говорит, я так сказал, потому что вот на это указывают хадисы, аята, и она говорит: я, говорит, в этой жизни сколько терпел его, говорит, терпела, я сейчас, говорит, и там с ним, что ли, буду, да? И, проблема у нее такая вот, не знает, что делать, да? Видать, не рай был, жизнь с ним, и этот ученый говорит: субханаллах, если он попадет в рай, и ты будешь в раю, вы будете вместе, но он не будет таким, как в этой жизни. Потому что вот это возмездие, оно все установит, то есть все будет на местах, и никто даже вспоминать не будет. Но вот поэтому в этом мудрость Аллаха. И если у кого-то есть с кем-то проблемы, надо решать эти проблемы в этой жизни. Я помню еще в 90-х годах, я вот почему-то запомнил это, в 90-х годах, когда мы еще шакирдами были, один абый, мусульманин, такой грамотный, он выпускал газету. И он, когда почему-то закрывал эту газету, решил он больше ее не выпускать, он написал такую хорошую статью: «Я прошу у вас прощения», называется. Я вот эту статью прочитал, и как-то вот она у меня здесь осталась, потому что там действительно были такие, истинные слова. Он там говорил: я, говорит, там сколько лет служил вам, газету выпускал, может быть, разные, кого-то я задел, кого-то это. И вот я, говорит, прошу у вас прощения. Если я что-то сделал, кому-то там пересек дорогу, ущемил права, да, вот я прошу у вас прощения. И вот там он добавил еще одно предложение. Но даже, говорит, если я кого-то не обидел, я и у него прошу прощения. Потому что, говорит, в судный день вот так легко попросить прощения уже никому не будет возможно. То есть здесь можно решать. Можно там кому-то больше дать, да? Кому-то там можно едой угостить, в гости позвать, там, ладно, сказать: извини, брат, извини, сестра, еще что-то, да? В этой жизни это можно решать. А там ты просто будешь раздавать то, что для тебя ценно. То есть ты будешь раздавать свои намазы, свои посты, и там будет намного сложнее, намного труднее. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: решайте вопросы здесь. Пока не придет день, как Аллах Тааля говорит, сурат Шуара, поэты, 87-88 аят, Аллах говорит: «Яума», то есть в тот день, «ля янфау малюн валя банун». Не помогут человеку, не поможет человеку ни его имущество, ни золото, ни серебро, ни другие его имущества, да, виды имущества. «Валя банун»,
и не поможет ему его потомство, его дети, сыновья. Вот в этой жизни человек обычно опирается на что? Да? Большинство людей, они опираются на свои деньги. Вот если что, у меня там под подушкой есть. Да? Вот он опирается на это. Там, если там, Аллах сахласын, заболею, вот у меня деньги есть там. Или вот мои дети. В старости лет я вот накопил сколько-то денег, и мои дети. Вот Аллах Тааля как раз говорит, «Яума ля янфаун малун». В этот день не поможет ему ни его имущество, «Валя банун», ни его дети, «Илля ман аталлаха бикальбин салим», кроме того, кто пришел к Аллаху, вернулся к Аллаху, бикальбин салим, здоровым сердцем, со здоровым сердцем. То есть здоровое сердце от всех недугов, вот этих духовных болезней. Да? Вот это, пусть это будет куфр, ширк, кибр, высокомерие, ауджиб, да, и так далее, и так далее. Вот только те люди могут спастись, которые придут к Аллаху, вернутся со здоровым сердцем. Поэтому вот это есть причина избавления, очищения от злодеяний по отношению к людям. Поэтому, дорогие братья, если у кого-то не попросили прощения, попросите. Если кого-то обидели, вопрос решите, но не оставляйте в судный день. Потому что некоторые так быстро говорят это, ладно, оставим на судный день, оставим на судный день. Еще Аллах только знает, кто к кому придет еще. Это надо еще выяснить через призму Корана, сунны, не через твои этот нефс. Поэтому не надо ни себя подставлять, ни братьев подставлять, потому что некоторые там даже разбираться не хотят. Все, я на судный день оставил. Вот поэтому даже брата не надо так подставлять, на судный день оставлять, так ведь? И еще можешь сам подставиться. Следующая причина – ат-тауба, покаяние. Покаяние. Тауба, то есть это мы знаем, один из видов величайшего поклонения, когда человек, понимая свою слабость перед Аллахом, понимая, что он грешен, что он погряз вот в этих грехах, в этих ошибках, и у него очень много недостатков перед Аллахом, да, он возвращается к Аллаху и с раскаянием просит у Аллаха прощения, с уверенностью, что он больше не вернется к этим грехам. Вот это есть тауба, покаяние. И Всевышний Аллах во многих аятах нам напоминает, повторяет, призывает нас к покаянию. И вот несколько аятов давайте приведем. Первая сура – это Аль-Фуркан, сура развлечения, 70-й аят, аят 70. Аллах Тааля говорит: «Илля ман таба ва амана», кроме того, кто покаялся, то есть покаялся от своего греха, ва амана, уверовал, ва амиля амалян салиха, и творил, совершал благие дела, фауляика юбаддилуллаху сайятихим хасанат. Это те, кому Аллах заменит их прегрешения, их грехи на что? На благодеяние. Аллах милостивый. Человек до того, как уверовать в Аллаха, до того, как вернуться к Нему с покаянием, с раскаянием, да, признав свои ошибки, признав, что он не был на правильной стезе, если он вернется, Аллах милостивый, Он не просто простит ему, Он заменит ему все его дурные дела на благие дела. Потому что даже после таких дурных дел, то, что он нашел силой по милости Аллаха вернуться, Аллах Тааля милостивый, Он заменит его, те прежние дурные дела, на благие дела. «Ва кана Аллаху гафуран рахима», и Аллах был прощающим и милостивым. Прощающим и милостивым. Но вот эти два качества Всевышнего Аллаха, гафур, прощающий, милостивый, они во многих аятах приходят вместе. Потому что то, что Аллах прощает, это уже милость Аллаха. Это уже милость Аллаха. Суратуль Фуркан, 70-й аят. Дальше Суратуль Маида, 34-й аят. «Илля лавина табу», кроме тех, которые покаялись. «Мин кабли ан тақдиру алейхим», пока Аллах не дал вам силы над ними. То есть Аллах Тааля не дал мусульманам
силой над ними, вот они покаялись до этого. Фа'аляму анна Аллаха гафурун рахим. И знайте, что Аллах Всевышний, Он прощающий, милостивый. Суратуль Маида, 34 аят. Поэтому если человек покаялся, Аллах прощает. Аллах прощает. Дальше Суратуль Маида, 39 аят. «Фаман таба мин ба'ди зульмихи». И кто совершил покаяние, кто покаялся после совершения своего злодеяния, ва аслаха, то есть Аллах исправился, исправил себя, то есть исправился. Кто совершил покаяние после своего злодеяния и исправился, фа инна Аллаха ятубу алейхи, воистину Аллах, Аллах простит его. Аллах примет его покаяние. Аллах принимает покаяние. Инна Аллаха гафурур рахим, воистину Аллах прощающий, милостивый. Вот это есть милость Аллаха, когда Аллах видит, что его раб, он поддался наущениям, его раб споткнулся в жизни, он совершил дурные дела, этим самым он, получается, покинул Аллаха, то есть он отвернулся от Аллаха, отвернулся от истины, но через какое-то время он опомнился, он одумался, он раскаялся, он понял, что он идет не по правильному пути, и что единственный правильный путь это что? Не пойти кому-то, а вернуться к Аллаху. Поэтому мы возвращаемся к Аллаху, потому что мы от Аллаха, и мы возвращаемся к Нему. И вот это есть наше покаяние, когда мы возвращаемся, понимая, что больше никого нет, больше некому возвращаться. И поэтому праведные предшественники, когда они просили дуа, они говорили, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, нас учил к этому: «О Аллах, прости меня, потому что кроме Тебя эти грехи простить никто не может. Никто не может простить эти грехи, кроме Тебя». Поэтому человек, если в этом магазине ему хлеб не понравился, он идет в другой магазин. Так ведь? Если у этого парикмахера не понравился, он идет к другому парикмахеру. Он может стоматолога поменять, а Создателя невозможно менять. Если человек ошибся, споткнулся и отвернулся, когда он поймет, что кроме Аллаха у него никого нет, и никому больше не постучаться, да, вот это есть покаяние. Он должен это понять сердцем, и Аллах примет его. Какие бы люди не совершали грехи, Аллах простит его. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна Аллаха архаму би'ибадихи миналь валидати би'валадиха». Воистину Аллах милостивее, милосерднее по отношению к своему рабу, чем мать к своему дитя. Мать. Вот иногда, как только мы, наверное, пусть Аллах нас простит и простят наши родители, да, иногда, может быть, еще в молодости, да, еще по молодости, вот эта дурь молодежи, да, Аллах сакласын, как мы, может быть, чего только мы не говорили своим родителям, особенно кто вот не в исламе был, да, что только они не слышали от нас. Сколько вот этого, иногда же не просто иногда не надо просто говорить, а иногда просто твое пренебрежение к твоим родителям обижает их. Иногда просто невнимание к ним. Они нуждаются в нашем, а мы не уделяем, у нас времени нет, так ведь? Мы же все деловые, там у нас жена, дети, родители всегда должны быть на первом месте. И вот Аллах субханаху ва тааля, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что вот мать всегда прощает сына, так ведь? Это потому что она мать. И ты не можешь сказать, вот ты почему ты простила своего сына? Да? Особенно мы, мужчины, мы не можем этого понять, потому что мы отцы. Мы можем быть отцами, но мы не можем быть мамами. Так ведь? Но никто не может подойти к матери и сказать: ты почему приняла своего сына обратно? Ты почему простила его? Да потому что она мать. Она не может иначе. И вот почему некоторые люди говорят: да вот он совершал столько-то грехов, потом вернулся к Аллаху, и Аллах простил его. Я говорю: да, простил его Аллах, если он был искренен в своим покаянии. Ну как так? Это же, говорит, неправильно. У Аллаха милость безгранична. И почему мать прощает сына?
Потому что Аллах дал ей. Аллах дал ей милость. И она прощает только той милостью, которую Аллах дал. И в этом есть граница. А Аллах безграничной милости. Поэтому Аллах Тааля принимает покаяние. Аллах Тааля говорит: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. И когда к тебе придут те, которые уверовали в наши аяты, в наши знамения, факуль, скажи им: салямун алейкум, мир вам. Мир вам. Это люди пришли к пророку, саллаллаху алейхи салям, с верой. Они уверовали в знамения Аллаха. Скажи им: факуль салямун алейкум, скажи: милость вам, мир вам. Катаба раббукум аля нафсихи рахма. Аллах предписал самому себе милость, милосердие. То есть Аллах сам себе предписал, приказал быть каким? Милостивым. Милостивым. Аннаху. Так что ман амиля минкум суан биджахалатин. Так что кто-либо, если кто-либо из вас совершил какое-либо злодеяние, что-то плохое, биджахалатин, по невежеству, из-за своего невежества, thumma таба мин ба'дихи, и после этого он покаялся, ва аслаха, исправился, фааннаху гафуру рахим, то Аллах милостивый, то Аллах прощающий, милостивый. Поэтому посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Тааля приказал принимать таких людей. Люди приняли ислам, пришли с верой, скажи им: салямун алейкум. И скажи, что Аллах милостивый. Аллах милостивый, Аллах прощающий, Аллах самому себе приказал быть милостивым. И что человек, если из-за своего невежества совершал какие-либо грехи, да, а потом он покаялся и исправился, Аллах простит его. Аллах прощающий, милостивый. Сурат Аль-Ан'ам, 54 аят. Следующий аят. Суратуль А'раф, ограды, 153 аят. Аллах говорит: «Валлазина амилу сайят». И те, которые совершали злые поступки, злодеяния, «Thumma табу мин ба'диха», и после этого они покаялись, «Ва аману», и уверовали, «Инна раббака мин ба'диха лагафурур рахим», то Господь твой после этого, после всего этого, лагафур, не просто гафур, не просто прощающий, то есть несомненно прощающий и милостивый. Суратуль А'раф, 153 аят. Суратуль Намль, муравей, 11 аят. Аллах Тааля говорит: «Илля ман залама», кроме того, кто совершил злодеяние. То есть здесь в тафсире говорится, даже зулим, он проявил злодеяние по отношению к самому себе. Потому что человек, который проявляет неверие, он кого обижает? Аллаха? Нет. Пророка? Нет. Мусульман? Нет. Да, нам обидно, что человек ходит по земле Аллаха, под солнцем Аллаха, под небом Аллаха. Он видит глазами, которые Аллах Тааля ему дал. Он слышит ушами, которые Аллах Тааля ему дал. Он ходит ногами, которые Аллах ему дал. Он принимает пищу, которую Аллах ему дал. Потому что Аллах, даже Иблис кушает ту пищу, которую Аллах ему дал. А другой пищи нет. Поэтому Аллах Раззак, он вдыхает воздух, который Аллах ему дал, и проявляет неверие. Да, это нам обидно, потому что это несправедливость. Так нельзя. Мы видим, когда сын накричал на мать, и это нам обидно. Это нам обидно, потому что нельзя так делать. Мать вырастила, родила, вырастила. Это несправедливость. И здесь Аллах создатель его. Аллах дает ему все, а он проявляет не. Там это обидно. Но он обижает себя. Он проявляет зулим к самому себе, потому что он через это лишает себя счастья в этой жизни. Бараката, всего того, чем он владеет. Да, нет бараката. Все, что Аллах ему дал по тагдиру, он все получит. Но радости, счастья он не получит, потому что он проявил самую великую несправедливость. Так ведь? Ширк, неверие. И еще в судный день он понесет наказание. Поэтому это тот, который
получается, притесняет самого себя. Thumma баддаля хуснан, но затем он заменил вот эти злодеяния благими. Ба'да суин, то есть он заменил хуснан ба'да суин, то есть он заменил свои дурные поступки на благое. Аллах Та'аля говорит: «Фа инни гафурур рахим», и я прощающий и милостивый. Аллах везде говорит. Аллах не говорит: не пытайтесь снискать мое удовольствие, не пытайтесь снискать мое прощение. Иногда там жены могут сказать: да не пытайся извиняться, все, не прощу я тебя, да. Аллах везде говорит, Аллах повторяет: попросите прощения, я прощу вас, вернитесь ко мне, и я приму вас, я прощающий, я милостивый и так далее. Вот очень много аятов, но остановимся на этом. Хадис. Тоже очень, машаллах, очень великий хадис, который доказывает нам милость Аллаха. Ан-Ну'ман ибн Башир, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлахи», я клянусь Аллахом. То есть, почему посланник Аллаха, прежде чем рассказать нам о чем-то, он поклялся Аллахом? То есть, если бы даже он не поклялся бы, мы бы поверили ему, так ведь? Но посланник Аллаха, то, что он вот поклялся, он говорит: в Аллахе, клянусь Аллахом. То есть это еще больше побуждает нас, что мы должны уверовать в это, что то, что он сейчас скажет нам, это действительно истина. И поэтому он сказал: в Аллахе. А в некоторых хадисах говорится: я клянусь тем, в чьих руках, в чьей длани душа моя. То есть он, чтобы вот показать нам действительно истинность этих слов. Лилляхи ашадду фарахан битаубати абдихи. Аллах радуется покаянию своего раба больше, чем мужчина, который совершал путешествие по пустынной земле. Вот представим себе, человек идет по пустыне, и он увидел перед собой дерево и тень от этого дерева. И он сел, устроился в тени этого дерева, фанама тахтаха, и заснул в тени. А животное свое, тут не говорится, это был конь, неважно, там осел, еще мул, да, неважно, а животное осталось здесь. И вот он заснул, уставший был, прилег, заснул. Вастайқада фалям яджид рахилятаху. А после того, как он проснулся, он не нашел свое животное. Получается, животное куда-то ушло. Так ведь? Фаата шарафан фасаида алейхи. Тогда он побежал к одному холму, потому что с холма лучше видно. То есть он начал искать свое животное. Зачем он искал свое животное? Во-первых, без животного он домой не дойдет. Он погибнет в пустыне. Во-вторых, вода, еда, вся провизия была на нем. То есть, получается, если он не найдет своего коня, верблюда, мула, он погибнет. Он это понял. И поэтому вот это понимание заставило его что? Искать. Он забрался на один холм, посмотрел и не увидел. Фалям яра шай'ан, не увидел ничего. Thumma ата ахара. Потом побежал к другому холму, начал искать по всем сторонам, смотреть. Фа ашрафа фалям яра шай'a. Поднялся на холм, но не увидел ничего. Все, нет животного. Так ведь? Факаля. И тогда он сказал себе: арджи'у иля макания алладhi кунту фихи. Я вернусь в то место, где я был. То есть к этому дереву, где он потерял свое животное, да? Фаакуну фихи хатта амут. И я буду находиться здесь, пока не умру. Все. Потому что другого варианта нет. Лучше уже там остаться, так ведь? Потому что все, он не сможет дойти без воды, без еды, верхом, пешком не сможет. Все. Поэтому он принял решение вернуться к тому дереву. Фадахаба. И он пошел к этому дереву. Фаида
бирахилятихи таджурру хутамаха. И тогда он увидел, недалеко свое животное, которое тащило за собой вот этот поводок, которым он там закрепил его, но он сорвался, животное сорвалось, да? И вот так раз поводок животное тянуло за собой, тянуло за собой. И вот невозможно представить, счастье в сердце этого человека, потому что он только что попрощался с жизнью, он уже готовился к смерти, он сказал: я вернусь на то место, пока и там буду находиться, пока не умру. Все, он уже все потерял надежду, так ведь? Но в последний момент он увидел это животное. Провизия, еда, вода, все там. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Фаллаху ашадду фарахан би таубати абдихи мин хада би рахилятихи». И вот Аллах говорит, когда его раб возвращается к нему, вот возвращается, то есть кает с покаянием, Аллах радуется больше и сильнее, чем этот путник порадовался, когда нашел свое животное. Когда нашел свое животное. Наверное, чтобы почувствовать радость этого человека, надо, наверное, пройти через то, что он прошел. Так ведь? Через пустыню. Мы можем просто примерно так представить, да, как он там радовался, потому что вот только уже решил умереть там, да, и вот животное, оно вернулось. И вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он дал понять сподвижникам и всей умме, что вот Аллах, когда какой-либо раб, он совершил грех, он оступился, он ошибся, он отвернулся, но, осознав свою ошибку, он вернулся. Вот когда вот этот раб возвращается, Аллах не просто открывает ему двери прощения, да? Когда вот этот раб стучится, Аллах не просто слышит его, не просто открывает перед ним врата своей милости, Аллах, он радуется. Аллах радуется, когда тот приходит с покаянием. Это не что иное, дорогие братья, как милость Аллаха. Потому что вот почему радовался тот человек в хадисе? Потому что он остался все, он выживет. Так ведь? То есть у него появился шанс, что он выживет. Если бы не было животного, если бы он не нашел вот эту провизию, еду, питье, он бы умер. То есть он радовался почему? Потому что он нуждался в этом животном. И он не мог жить без этого животного. Так ведь? Животное ему было жизненно необходимо. А почему Аллах радуется? Разве ему нужны вот эти грешники, которые... Разве он нуждается в тех грешниках, которые возвращаются к нему? Аллах не нуждается ни в грешниках, ни в праведниках. Аллах не нуждается в нас. Куль ху Аллаху ахад. Скажи: Аллах один. Аллаху самад. Аллах ни в ком не нуждается, ни в чем не нуждается. Все мы нуждаемся только в нем. Так ведь? Поэтому от того, что кто-то ушел в неверие, имущество, власть, могущество Аллаха убавится, нет? Нет, конечно. И от того, что все люди станут верующими, все придут в мечеть, будут кланяться, делать суджуд, падать низ перед Аллахом, от этого имущество, власть, сила, мощь Аллаха станет больше? Нет, конечно. Нет, конечно. Потому что это Аллах. Он ни в ком не нуждается. Но почему Аллах радуется? Почему Аллах ждет, чтобы вот этот его грешник неблагодарный, он понял, Аллах ему еще причины дает. Потому что если бы Аллах не дал ему понимания, не открыл бы перед ним, он бы не смог покаяться. Вот некоторые люди, в Аллахе они заблуждаются. Некоторые говорят: так у вас же все просто, у нас все просто в исламе. 80 лет нагрешил, потом еще 5 лет помолился, и все. Вот я до пенсии дойду, Аллах говорит, потом все, приду, буду замаливать свои грехи. Я говорю: придешь, иншаллах, если Аллах тебе даст, откроет дверь. А как говорит? Вот нет. Аллах, если не откроет, он, во-первых, до пенсии не доживет. Тем более сейчас пенсия. Увеличили срок, да? Во-первых, он не доживет. А во-вторых, даже если он доживет, если Аллах ему не откроет сердце, он никогда не придет. Он никогда на намаз не придет. Он никогда в мечеть не придет, если Аллах ему закроет сердце. Поэтому
это только милость Аллаха. То, что Аллах ждет, то, что Аллах радуется, да, это милость Аллаха. Вот это доказывает милость Аллаха. И еще два коротких хадиса, и все на этом. Этот хадис, действительно, вот надо размышлять над этим хадисом. Этот хадис в сборниках имама Муслима, достоверный, и имам Ахмад, сахих. Имам Ахмад тоже сказал достоверный. Идем дальше. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ан-надаму таубатун». Раскаяние человека есть покаяние. То есть, когда человек кается от какого-либо греха, когда он просит прощения, вот есть условия этого покаяния, он должен раскаяться. Укенрегетиш. Вот в нем должно быть вот это раскаяние. Он должен всем сердцем, всей душой понять, что это было неправильно. Потому что человек, который, казалось бы, якобы кается от грехов, может быть, он даже там просит, да, а внутри он, может быть, еще скучает по этим грехам, да, Аллах сахласан. Человек пришел с джахилии, Аллах его вытащил с джахилии, он пришел в мечеть, да, он там сидит, кается, а сам еще там туда смотрит, да, ой, там я сейчас вот этим занимался. Это все, нету этого, искренности нет раскаяния в этом. Поэтому условия, ты кого хочешь обмануть? Да, ты можешь там имама обмануть, он такой же человек, да, еще кого-то, но Аллаха ты не обманешь. Поэтому посланник Аллаха сказал: раскаяние есть покаяние. «Ваттаибу минадзамби каман ла занба ла». И тот, кто кается от своего греха, подобен тому, у которого нет греха. Поэтому Аллах, когда человек проходит вот эти все условия, этапы покаяния, Аллах стирает ему этот грех, Аллах убирает ему, прощает ему этот грех, и в итоге окажется так, что как будто он этого греха совсем не совершал. То есть ничего не останется. Ничего не останется, когда Аллах кому-то прощает, обнуляется, иншаллах. Этот хадис раваху табарани хасан. Хороший хадис. Иншаллах, на этом сегодня, наверное, завершим. Субханак Аллахумма бихамдик. Шаду ан ла иляха илля ант. Астагфирука ва тубу илейк. Просим у Аллаха прощения за наши грехи и возможность всегда каяться, делать покаяние Всевышнему Аллаху. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.